Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои дорогие, тема сегодняшней отливочки звучит так. Что еще удивит вас до конца месяца? Если тема интересна, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни и задайте такой вопрос. Что меня удивит до конца месяца? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что вас удивит. Что же вас удивит до конца месяца? Очень интересная картинка, очень такая, знаете, глубокий в ней смысл. Да, надо прям подумать. Смотрите, здесь, вот кто видит, да, вот голова такой хищной птицы, видно вам, да, орла, и над ней склонилась девушка, которая, пытается ее, да, приручить, успокоить, погладить. А здесь у вас наконечник копья. Видите, очень такой резкий момент. Он смотрит вверх, он направлен вверх, то есть это момент силы, триумфа и защиты. Достаточно интересный песок вышел, по крайней мере, этот и этот знак, да, вот прям не так часто встречаются, и вам вышли именно в этой цыпочке. Слушайте, вот конец месяца обещает быть очень интересным, насыщенным и событийным. По крайней мере, два важных события вас еще удивят. Причем удивят не то слово. Тут прям, может быть, даже какой-то легкий шок вы испытаете. Но вы должны понимать, что это будет происходить в позитивном ключе, поэтому не пугайтесь заранее. Давайте потихонечку начинать и читать песок. Во-первых, есть глаз. Вот он глаз. Здесь очень четко показан глаз. И глаз этот достаточно большой. Вы должны понимать, что за вами следят, что за вами наблюдают. Что человек, о котором вы уже, может быть, забыли, либо на которого вы совсем не обращаете внимания, очень много о вас думает, за вами наблюдает. И вплоть до того, что вы чуть ли не за руку этого человека поймаете, да, при попытке слежки за вами. Кстати, может быть еще момент, что человек с вами, например, который в браке, ваш муж, вы, например, давно в браке, и вроде как бы все у вас там уже охладело, остыло, и тут проснется какая-то непонятная ревность, и человек начнет за вами следить, проверять все ваши гаджеты, читать все ваши сообщения, и прям таки, да, поймаете за руку, и будет разговор. Разговор такой на повышенных нотках. Человек будет говорить: да, я знаю, ты там одеваешься для кого-то, у тебя есть там мужики, у тебя там, может быть, любовник есть. А я так, знаете, по песку скажу, что может быть и да. Может быть, кто-то и появился, может быть, кто-то и есть. Потому что вы очень интересная, красивая, вам хочется любви, вам хочется счастья, вам хочется огня, да. Вот если, девочки, у вас кто-то действительно есть, и при этом вы замужем, будьте аккуратны, потому что ваш мужчина, ваш тихоня, скажем, да, ваш флегматичный мужчина, муж, вас может удивить вот такой прям страстью, такой энергией, да, и ревностью. То есть вам казалось, что он уже просто не обращает на вас внимания, что вы уже просто как друзья какие-то проживаете. Оказывается, что очень ревнует. Знаете, если вы правильно воспользуетесь этой ситуацией, то вы можете вернуть страсть и огонь в свои отношения, в брачные отношения. Прям таки, да. Может быть даже момент того, что вы, например, развелись, да, и ваш бывший, будучи, например, там, с другой уже женщиной вместе, начинает за вами следить, начинает за вами там подсматривать, начинает вас ревновать. Вот ему не нравится то, что вы пытаетесь создать там новые отношения, либо что мужчины на вас обращают внимание. То есть, знаете, как собственник в нем начинает играть. Кстати, мужчина будет ревновать кому-то на букву «Д», либо мужчина ваш на букву «Д», который вот будет пылать этой ревностью. Это может быть как имя, так фамилия, так и кличка этого человека, да, вот называете его так. Так, еще я вижу у вас гуся.
Гусь такой, знаете, вот прям денежный гусь у вас сидит, но этот гусь, он скорее вот прям гусь-мальчик, да, это не девочка, яйца не несет. Этого гуся нужно завалить, да, то есть эта птица, она не яйца несет, а она мясо дает, да. Поэтому, мои дорогие, придется вам проявить какую-то смекалку, проявить какую-то, может быть, даже наглость, что ли, вот извините, да, иногда это нужно, заявить о себе и вырвать этого гуся у кого-то. То есть не отобрать, а просто вырвать. Потому что как будто бы несколько людей вот подходят, этого гуся смотрят, там, руками трогают. И кто окажется проворнее, тот и схватит себе эту добычу. Вот, поэтому присмотритесь, как бы вам удачнее схватить и забрать себе. Дальше у вас есть женщина, которая, она в вашу сторону негативит очень сильно. Это женщина, вот она стоит, и она в вашу сторону как будто бы беду посылает, да, как будто бы она, пытается в вашу жизнь нести деструктивы, разрушения. Эта женщина, она вам не подруга, хотя может подругой прикидываться. Она вам может быть родственницей, а может быть и какой-нибудь даже коллегой. Она может быть даже вашей соперницей. Но тут соперничество такое, знаете, достаточно длинное. И здесь соперничество даже не за кого-то, а скорее за статус, за положение, за возможность. То есть эта женщина, она у нее луна в руках, понимаете? То есть она что-то делает. Здесь луна, луна всегда говорит о магии, да. Здесь она может ритуалить, она может какие-то шепотки делать. Но я не могу сказать, что ее магия доходит до вас, хотя вы можете ощущать негатив от этого человека. Либо вы можете улавливать какую-то деструктивную энергию, которая вот такими, знаете, снежными комками кидается в вашу спину. Постоянно вы это чувствуете. У меня такое ощущение, что у этой женщины как будто бы нервы сдадут. Как будто бы она выдаст себя с потрохами. Да? Вот прям, я не могу сказать, признается в том, что она в вашу сторону негативит, но как будто бы она прям не... Какое-то у нее раздражение будет относительно вас, и она покажет свое истинное лицо в отношении вас. И вы это увидите, вы это поймете, вы об этом узнаете. И вы знаете, вы ей в лицо, в лоб скажете, что ты против меня делаешь. И она вот как-то машинально скажет, то есть признается, да, потом скажет: ой, я не то, я не хотела, там, и ты меня неправильно поняла, мы друг друга не поняли. То есть, знаете, вот такой момент произойдет. Но самое главное то, что вы ее вскроете. А то, что вы вскрыли, человек, значит, получит обратку. Причем, если она делала против вас что-то, вы имеете право на компенсацию. И я так понимаю, что вы воспользуетесь этим моментом. Я даже вам сейчас подскажу. У меня на моем другом канале, на магии воска, гадание отливки, есть ритуал на то, чтобы получить компенсацию с плохого человека, с вора, с человека, который с вас что-то забирал, а эта женщина явно у вас что-то забирала, причем не 1 год, тут как бы на длительной основе все было. Вы можете благодаря моему ритуалу получить компенсацию от этой женщины. Компенсировать можно что угодно, и вы можете загадать там, я не знаю, на удачу, на счастье, на деньги, на здоровье. То есть вы благодаря моему ритуалу с нее что-то возьмете, себе получите. Вот, так что здесь этот момент возможен. Здесь, наверное, таки он и показан. Дальше. Я вижу женщину, которая болеет, которая лежит в кровати. Эта женщина начнет вставать. У этой женщины пойдут улучшения. Ей станет легче, ей станет проще. 100% исцеления я здесь не вижу, но то, что она встала, но то, что она, вот видите, руками за воздух хватается, это видно. И у этой женщины в руках новый путь, новая дорога. То есть эта женщина, она пойдет на выздоровление. Возможно, у нее не самый лучший диагноз. Возможно, у нее, вот прям, знаете, как на нее крест ставили, говорили: да все, там осталось совсем чуть-чуть, да, спасения нет, там лечения нет, а она всех удивит, у нее такая ремиссия мощная начнется, что все врачи будут просто руками разводить и говорить: ну это же чудо, это же чудо. То есть вот этот момент здесь есть. Но это чудо случится молитвами. Смотрите, за эту женщину нужно просить, молить и откупать.
Вот только в таком ключе. Хотя вот она сама в душе очень сильная, она сама даже за себя может просить и себя отмолить и отпросить. Это я тоже вижу. Ей главное дать мотивацию, чтобы она жила дальше, чтобы она боролась. Потому что у нее в голове 2 луны, у нее сомнения есть, нужна ли я, а что будет дальше, кому я нужна. То есть, понимаете, тут нужен хороший такой добрый разговор. Дальше. У вас идет цифра 5. Цифра 5 будет очень важна до конца месяца, либо сыграет очень важную роль в вашем месяце. Вы можете смело опираться на цифру 5, если вам что-то нужно делать, либо какие-то цифры нужны, подсказки. Вот цифра 5 будет вашим как талисманом. Дальше вот это острие копья. Это очень сильный знак, и он вообще говорит о том, что высшие силы вмешались, да, и высшие силы стали на вашу защиту. Знаете, я так понимаю, что вас будут защищать от зла, от вот этих вот дурных глаз и от гадкого чужого вмешательства. Знаете, здесь еще вариант такой идет на работе. Как-то неожиданно человек, который с вами, например, общался, дружил, вас поддерживал, может быть, начальник как-то себя проявит не лучшим образом. И, может быть, что-то наобещал, может быть, вы проговаривали какие-то моменты, да, а человек откажется это выполнять, либо поступит как свинья. Извините, я буду говорить так, как я вижу. И вам потребуется эта защита, и высшие силы за вас вступятся. Понимаете, вот прям высшие силы вступаются и вас защищают. Вообще по этому знаку я, конечно, не хочу тут накаркивать, но я вам скажу такую вещь. Обычно такой знак выходит, когда человека преследует какой-то рок, да, какая-то злая судьба, какие-то неприятности, может быть даже происки врагов, да, либо мошенников, либо разбойников, да. То есть вас высшие силы по вот этому острию копья защитят обязательно. Это копье судьбы вам вышло. Вас защитят, от вас отведут беду и не допустят каких-то, например, осложнений в вашей жизни. Здесь защита. Как вы получаете эту защиту? Вы обращаетесь к Всевышнему, к Создателю, к ангелу-хранителю, и вас защищают напрямую. Здесь очень мощный знак вышел, он очень большой и очень четкий. И тут даже как бы двойное идет, да, острие. То есть вас защищают, вас спасают, вас закрывают. Причем это происходит именно по воле, по желанию, по исполнению высших сил. Так, мои дорогие, я, конечно, против всяких таких жестких ситуаций в жизни, но тем не менее не забывайте просить Вселенную, Создателя, Ангела-Хранителя, чтобы вас защищали и оберегали. Дальше человек, который вот с вами в браке, либо который идет на роль кандидата в мужья, например, либо в жены. Человек о чем-то очень крепко задумается. И здесь человек может даже немножечко от вас как будто бы охладеть, либо отвернуться. Но причина не в вас, а причина в жизни и в каких-то скрытых жизненных аспектах этого человека. То есть человеку, может быть, нужно будет побыть наедине, либо о чем-то очень серьезно подумать, и человек от вас как будто бы немножечко будет скрывать информацию, либо прятаться немножечко. То есть этот момент тут четко читается. Не обращайте внимания, дайте человеку немножечко побыть самим собой. Человек обязательно к вам вернется, но не надо торопить. Вот. И не списывайте, что человек там меня разлюбил и меня не хочет. Здесь, с другой стороны, идет мужчина, очень сильный мужчина, мужчина-победитель, мужчина очень яркий и мужчина, который не привык получать отказ. Вот этот мужчина будет проявлять к вам интерес, причем в какой-то легкой форме, да, в игривой форме. Ну, а вы же дальше сами думаете, если вы хотите легких игривых отношений, то вот, пожалуйста, приятная пикировка, может быть, страстные отношения, но они какие-то вот в режиме лайт пройдут, да, через вашу жизнь в режиме лайт. То есть повстречались, пообщались, разошлись. Думайте, решайте, человек интересный, с этим человеком не будет постоянных отношений на постоянной основе, но с этим человеком вы потом в будущем можете общаться, дружить и даже может какую-то помощь от этого человека получить. Кстати, не только в будущем, но и, например, в сегодняшнем моменте. Например, человек может оплатить какие-то ваши долги. Да, почему бы и нет. Потому что, вот видите, этот человек, он идет и несет с собой вот эту большую утку. Вот она, видите, какая грудастая утка. То есть, как бы денежка может от этого человека прийти вам.
Так, мои дорогие, здесь у вас семья, семейные вопросы, и вы будете решать именно вопросы своей семьи. Причем как-то успешно, очень удачно, и будете удивлены, насколько ваши домочадцы, да, ваши любимые, ваши родственники к вам потянутся. Просто как к гуру, как к наставнику, как к спасителю. То есть я не знаю, как вы себя там проявите, насколько вы себя проявите, но я вижу, что, по крайней мере, вот своим ближним людям, да, вы окажете какую-то вот прям неоценимую помощь, и тем самым вот прям титул и звание лидера семьи вот прям полностью 100% достанется вам. Так, мои дорогие, ну доходим до самого важного момента. Это женщина, которая гладит вот голову этой хищной птицы. Хищные птицы, я сразу скажу, это недобрый знак, и никогда они добрым знаком не были. Ни для кого, ни для мужчин, ни для женщин. Хищные птицы все-таки про опасных людей и опасные ситуации. Вот я вижу, что вы благодаря, вот видите, у вас как бы копье переходит в эту ситуацию, да? Благодаря защите и помощи высших сил вы совладаете с какими-то опасными хищными людьми. То есть вы не только избежите плохой ситуации, опасной ситуации, но вы еще ее можете повернуть в свою сторону. Как это произойдет, я не вижу. Ну, я вижу тот же рисунок, что и вы. Я вижу, что женщина сильнее, чем все зло и все неприятности, которые ее подстерегают. Этой женщине все нипочем. У нее железные нервы, и она сильна, она это знает, она не боится, она идет своим каким-то победным путем. Вы понимаете, тут какая-то безоговорочная победа над каким-то злом. Может быть, это выигрыш в суде. Неожиданный, да, вот как-то неожиданный перелом вы выиграете. Может быть, это получение какой-то преференции, победа над, может быть, какой-то, не знаю, мафией, сговором, достаточно какими-то жесткими, злыми, агрессивными, опасными людьми. То есть в любом случае вы приручите эту птицу, да, и вы будете ее гладить, а она, видите, смотрит на вас, вернее, вы смотрите, да, на нее сверху вниз, а она на вас снизу вверх. Вот в таком положении вы будете находиться, причем это вас будет очень удивлять. Я не вижу, что вы здесь высокого мнения о себе, но здесь за вас выступают высшие силы, и они за вами стоят. Понимаете, априори сила за вами, и победа тоже будет за вами, мои дорогие. Это, конечно, невероятно вас удивит, невероятно порадует, потому что у меня сложилось такое впечатление, что в вашей жизни как-то мало было таких ситуаций, когда вам помогали, либо вас защищали. Ну и наконец-таки, да, вы дождались того, что вам по заслугам идет возмещение за то, что раньше вам не помогали. Мои дорогие, на этом все. Моя цыпочка закончена. Спасибо всем за внимание. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока.